بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Сегодня, иншаллах, мы будем говорить об 7 пункте из 10 пунктов, которые касаются слов Всевышнего Аллаха Азза ва Джаль: «Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. И это ас-сияса, политика. И в наше время, как бы ни старались некоторые люди, которые придерживаются либеральных взглядов, отделить политику от религии ислам, мы должны понимать, что политика – это часть нашей религии. Это часть нашей религии. И так же, как мы придерживаемся нашей религии в соответствии с Кораном и Сунной, мы также должны придерживаться политики или же вести политику строго в соответствии с Кораном и Сунной. И Аллах Азза ва Джаль в Коране ясно указал на основы политики. И также, как мы знаем, наш пророк, алейхиссалату вассалям, во время своего пророчества вел политику с разными людьми, с разными народами. И именно с той политикой, на которую ему указал Аллах Азза ва Джаль, он смог достичь таких результатов, которых никто на этой земле не достигал. Поэтому нам пророк, алейхиссалату вассалям, указал на дорогу, по которой мы должны идти, когда мы ведем политику, или же опять-таки, когда мы придерживаемся нашей религии. То есть политика – это часть нашей религии, и она должна соответствовать, то есть наша политика, она должна соответствовать Корану и Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. И поэтому также шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити, рахимахуллах, приводит в этой своей книге 7 пункт, который он обозначил политикой, именно политикой. Аллах Азза ва Джаль в Коране указал на основы политики, то есть она состоит из 2 основ. Есть политика хариджия, внешняя, и есть политика дахилия, внутренняя, то есть внешняя и внутренняя политика. Что касается внешней политики, то она состоит из 2 основ. Первая основа – это подготовка достаточной силы для подавления и уничтожения врагов ислама, чтобы сдерживать врагов ислама от ихнего натиска, от их нападков на верующих людей, на ислам. Верующие люди должны подготовить достаточную силу для того, чтобы противостоять им. И поэтому Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит в Коране: «Уа'идду лахум мастата'тум мин кувва ва мин рибатил хайль, турхибуна бихи адува Аллахи ва адувакум». Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага. И также дальше в этом аяте Всевышний Аллах говорит: а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. То есть есть враги ислама, которых мы явно знаем, явно видим, и есть некоторые враги, которые скрывают свою вражду, но их знает Аллах Азза ва Джаль. И эти враги, они могут использовать в любое время, любой шанс против верующих людей. И чтобы сдерживать ихние козни, верующие люди, они должны быть всегда наготове, у них всегда должны быть готовые силы противостоять им. Конечно же, этот аят в первую очередь касается именно конкретного исламского государства, в котором правят по законам Аллаха Азза ва Джаль, правитель которых является мусульманином. И в наше время, наверное, хоть и мы не найдем такого государства, которое правит по законам Аллаха Азза ва Джаль, так как мы знаем, нету сегодня такого государства. И каждый верующий человек должен сам себя подготовить, должен быть всегда наготове. Или если есть какие-то исламские общины, они должны между собой быть всегда
то есть с разных сторон подготовиться к тому моменту, который им Аллах Азза ва Джаль обязательно предоставит, чтобы построить свое государство, свое исламское государство, или же хотя бы просто прожить вот эту жизнь, которую нам дал Аллах Азза ва Джаль, достойным образом, чтобы подчиняться Аллаху Азза ва Джаль достойным образом. И поэтому сегодня верующие люди должны понимать, что должны подготавливаться со всех сторон, какие они имеют. Например, в этом аяте, когда Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит, то есть, чтобы мы приготовили против них сколько можем силы и боевых коней, имеют боевые кони, на наше время это является военной техникой. То есть, чтобы у нас была военная техника, или же, например, чтобы ремонтировать, трофейную военную технику, у нас должны быть специалисты в этой сфере. Поэтому, если сегодня верующий человек имеет возможность обучать это дело, обучаться этому делу, или же хотя бы там своих детей отдать на разные, не знаю, на разные университеты или институты машиностроения, и, то есть без разницы, во всех сферах должны стараться брать знания, будь это медицина, будь это инженерия, будь это в наше время, что немаловажно, IT-программа и так далее. Да? И также, конечно же, у нас должна быть, у верующих людей, должна быть цель, то есть всесторонне быть готовыми к любым событиям, которые происходят в этом мире. И также обязательно для верующих людей подготовить себя и своих детей со стороны шариатских знаний. Обязательно надо стараться подготовить хотя бы студентов, которые могут разъяснить людям истину от лжи. То есть это является первой основой внешней политики, подготовка достаточной силы для подавления и уничтожения врагов ислама. Вторая основа – это правильное, полноценное единство вокруг этой основы. То есть, если мы сегодня сможем достичь вот этой первой основы, то обязательно также является объединение верующих людей вокруг этого, вокруг этой силы. И поэтому верующие люди, они должны стараться, пытаться объединиться на истине, объединиться на слове Аллаха Азза ва Джаль, откинуть все свои разногласия. Если есть даже какие-то разногласия, стараться разрешить их именно в соответствии с Кораном и Сунной и объединиться между собой, так как только объединенное общество может противостоять врагам. И поэтому Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'а ва ла тафарраку». Крепко держитесь за веру Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Вера в Аллаха – это «Ля иляха илляллах». То есть объединяйтесь на слове «Ля иляха илляллах». Нет достойного поклонения Бога, кроме Аллаха Азза ва Джаль. Это является нашей основой. И люди должны придерживаться этого слова, а также объединиться вокруг него. И также Всевышний Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Валя таназау фатафшалу ва тадхаба рихукум». Всевышний Аллах говорит: и не припирайтесь, а не то вы пойдете духом и лишитесь сил. То есть в начале этого аята Всевышний Аллах говорит: «Ва ати'у Аллаха ва расуляху». Подчиняйтесь Аллаху и Его посланнику, «Валя таназау», и не разделяйтесь, говорит Всевышний Аллах, «фатафшалу», то есть если вы будете разделяться, а не то вы пойдете духом, говорит Всевышний Аллах, вы лишитесь помощи от Аллаха Азза ва Джаль, вы лишитесь победы, которую дает Аллах Азза ва Джаль. «Ватадхаба рихукум», «Ватадхаба рихукум», и также вы лишитесь сил, говорит Всевышний Аллах. Поэтому верующие люди должны объединяться вокруг слова Аллаха Азза ва Джаль. Если у них есть какие-то разногласия, стараться разрешить эти разногласия именно в соответствии с Кораном и Сунной. Если есть некоторые разногласия, на которые можно закрыть глаза, то есть надо закрывать на эти глаза и объединяться. И также мы должны понимать, что Аллах Азза ва Джаль ясно указал нам на то, что также именно в ведении шариатской политики бывают некоторые моменты, когда верующие люди
когда верующие люди заключают мирные договора на определенный срок со своими врагами. То есть сами неверующие люди, с которыми есть мирный договор, они разделяются на три части. Первые – это ахлю зимма. Ахлю зимма – это те, которые живут именно в странах мусульман, в странах исламского государства, в стране исламского государства под властью мусульман, и которые выплачивают налог в казну мусульман. И сегодня даже эти налоги не такие страшные, большие налоги, как некоторые мусульмане платят именно неверующим людям. Вторые – это те, с которыми заключили мирный договор об остановке сражения на определенный срок. И некоторые ученые сказали, что этот мирный договор об прекращении сражения не может превышать больше 10 лет, как было это при жизни пророка, алейхиссалату вассалям. И также есть те неверующие, которым мусульмане дали безопасность, это те, которые, как, например, купцы, которые приезжают с торговлей в страны мусульман, или же там послы и так далее. И поэтому Аллах Азза ва Джаль говорит: «Ваатимму илейхим ахдахум иля муддатихим». Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока. То есть, если верующие люди заключили договор с неверующими людьми о прекращении сражения, то они должны соблюдать этот договор до истечения его срока. И также Аллах Азза ва Джаль говорит: «Фамастакаму лакум фастакиму лахум». Всевышний Аллах в этом аяте говорит, то есть до этого аята Всевышний, когда сказал, может ли быть у многобожников договор с Аллахом и его посланником, не считая тех, с которыми вы заключили договор о заповедной мечети. И Аллах Азза ва Джаль говорит: пока они верны вам, вы также будьте верны. То есть не нарушайте договор до тех пор, пока они не нарушат. Но если верующие люди как-то узнали, что они собираются поступить вероломно или же прекратить вот этот мирный договор, то в данном случае Всевышний Аллах Азза ва Джаль указал нам, чтобы мы, или же если есть какая-то боязнь, что они нападут на верующих людей, в таком случае Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит: «Фаимма тахафанна мин каумин хиянатан фамбид илейхим аля сава». Если ты опасаешься измены со стороны людей, то есть неверующих людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину Аллах не любит изменников. И также Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Ва'адхану мин Аллахи ва расулихи иля нас яумал хаджил акбари анна Аллаха бари'ум миналь мушрикина ва расулу». Всевышний Аллах в этом аяте говорит: в день великого паломничества Аллах и его посланник объявит людям о том, что Аллах и его посланник отрекаются от многобожников. То есть это было в 9 году по хиджре, когда пророк, алейхиссалату вассалям, отправил своих сподвижников, чтобы они объявили многобожникам, что они отрекаются от них. Это было после того, как они нарушили договор, который был с ними заключен. И также Аллах Азза ва Джаль в Коране приказал нам, чтобы мы придерживались бдительности и осторожности против козней наших врагов, против козней врагов ислама. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Я айюхалладзина аману, худу хизракум». О те, которые уверовали, соблюдайте осторожность. Почему? Потому что враги Аллаха Азза ва Джаль, кафиры, они всегда стараются использовать любой шанс против верующих людей. Как только у них появится момент показать вот эту свою вражду, или же как только у них появится шанс напасть на мусульман, они обязательно его постараются использовать. Поэтому Аллах Азза ва Джаль приказывает верующим людям, чтобы они проявляли осторожность и бдительность против их козней. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Вальяхузу хизрахум ва аслихатахум, вадда аллазина кафару лау тагфалуна ан аслихатикум». Всевышний Аллах в этом аяте говорит, то есть, чтобы верующие люди, пусть они будут осторожны и возьмут свое оружие. Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своим оружиям.
То есть имеется в виду, этот аят касается именно того момента, когда верующие люди становятся на намаз во время боевых сражений. И сам этот намаз, салатуль хауф, намаз боязни, имеется в виду, он имеет свою определенную форму, которая отличается от обычного намаза. И поэтому Аллах Азза ва Джаль также указал нам, даже во время намаза, именно во время боевых сражений, чтобы верующие люди соблюдали осторожность и бдительность против врагов Аллаха Азза ва Джаль. Что касается внутренней политики, то его вопросы, они возвращаются к распространению безопасности и спокойствию в обществе, особенно в обществе мусульман. И также, чтобы удерживать несправедливость несправедливых людей. И также, чтобы возвращать права людей, которые они имеют. Поэтому Всевышний Аллах Азза ва Джаль, также пророк, алейхиссалату вассалям, указали нам на основы этих вещей, на основы вот этих самых больших драгоценностей, вокруг которых крутится внутренняя политика. И шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити, рахимахуллах, указал на 6 таких вещей, вокруг которых крутится именно внутренняя политика. И первое – это ад-дин, религия. То есть религия – это самое важное, что имеет верующий человек. Если он в этом мире лишится своей религии, то его будущее, то есть вечной жизни, это будет адский огонь, валь-иязу билля. Поэтому Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране также указал нам, и его пророк, алейхиссалату вассалям, также указали нам, как надо сохранить религию верующего человека. Каким образом это будет осуществляться. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман баддаля динаху фактулуху». Тот, кто поменял свою религию, убейте его. Убейте того, который поменяет свою религию. Почему? Потому что если оставить человека делать то, что он как хочет, именно касательно его религии, говорить слова касательно религии, так как он хочет, по-любому он будет поступать таким образом, то есть и другие люди будут следовать его пути. Почему? Потому что душа всегда приказывает человеку делать самые плохие вещи. И самым большим сдерживающим фактором от таких преступлений это то, что указал пророк, алейхиссалату вассалям: «Ман баддаля динаху фактулуху». Тот, кто поменял свою религию, убейте его. То есть, если одного, который поменяет свою религию, это не просто, это если даже узнаем, что есть кто-то, кто поменял свою религию, это не значит, что его там сразу возьмут и кто угодно его убьет. Нет, его, например, приведут к шариатскому суде, он проведет с ним соответствующие процедуры, и только после этого, смотря на его положение, будет исполнен вот этот суд. И поэтому, то есть, если верующие люди будут знать, что тот, который поменял свою религию, что его наказание является смерть, то есть многие люди будут думать об этом. И именно посредством этого, на самом деле, хоть это может показаться некоторым людям какой-то жестокостью, именно посредством этого наша религия, ислам, наш шариат сохраняет самое драгоценное для верующего человека, это его религию и также его вечную жизнь. Лучшим образом, чтобы это было. И также из этого второе – это аль-анфусу. Анфус – это души верующих людей. В Коране Аллах Азза ва Джаль узаконил сохранение душ верующих людей именно посредством возмездия. Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Валякум фил кисаси хая». Для вас в возмездии есть жизнь, говорит Аллах Азза ва Джаль. Почему жизнь? Потому что если оставить людей убивать, как они хотят, когда они хотят, то это преступление не будет возможным остановить. Однако, если человек кого-то убил, и возмездием этому ему также будет, и он также будет убит,
то люди будут, наверное, как минимум 100 раз думать перед тем, как убить кого-либо, перед тем, как убить человека. И также, поэтому именно Аллах Азза ва Джаль говорит, именно в возмездии для вас есть жизнь, говорит Всевышний Аллах Азза ва Джаль. И также Аллах Азза ва Джаль сказал в другом аяте, «Кутиба алейкумул кисасу фил катля». Аллах предписал вам возмездие за тех ваших убитых людей. И также Всевышний Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал, «Ваман кутиля мазлуман факад джа'альна ливалиихи султана». Если кто-либо убит несправедливо, то мы уже предоставили его правопреемнику полную власть. То есть именно он решает, сделать ли ему возмездие или же оставить его. Конечно же, опять-таки, это все возвращается к шариатскому суду. Третье – это разум верующего человека. В Коране также Аллах Азза ва Джаль указал, как сохранить разум верующего человека, потому что это такой один из важнейших органов, можно сказать, человека, или же чувств человека, которые должны сохраняться в нем. Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал, «Я аюхалладзина аману, иннамал хамру валь майсиру валь ансабу валь азламу риджзум мин амали шайтан, фаджтанибуху лааллакум туфлихун». О те, которые уверовали, воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники, то есть идолы, и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола, сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете. То есть, опьяняющие напитки, они уносят разум верующего человека, они уносят разум человека, любого человека. Поэтому, чтобы сохранить его разум, Аллах Азза ва Джаль приказал нам в этом аяте, чтобы мы сторонились этого. Не то, что Аллах говорит, чтобы вы не принимали эти напитки опьяняющие. Даже более того, чтобы вы сторонились этих опьяняющих напитков. И также пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Куллю мускирин харамун». Все, что опьяняет, является харамом, недозволенным. И также, как мы знаем, наказание этому в шариате есть наказание за применение опьяняющих напитков, побивание палками. И также четвертое – это родство. То есть родство – это наследство человека, можно сказать. И чтобы сохранить наследство верующего человека, то есть это, как мы знаем, в этом мире для любого разумного человека, и для него самым важным является сохранить свое наследство чистым, именно чтобы именно его наследство или же его наследники, чтобы продолжали его род именно в этом мире. Поэтому Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Аззанияту ваззани фаджлиду кулля вахидин минхума миата джальда». Аллах говорит: прелюбодейка и прелюбодей, фаджлиду кулля вахидин минхума миата джальда. Побивайте их палками, каждого из них 100 раз. То есть это касается девственницы или же девственника. А если же женщина была замужем, или же она является замужем, или же также мужчина, если был женат, или он является женатым, если они совершили зина, прелюбодеяние, то их наказанием является, что они побиваются камнями до смерти. То есть это наказание опять-таки такой сдерживающий фактор ради сохранения наследства человека. Пятое – это аль-а'рад, это чести, или же честь человека. И чтобы сохранить честь человека, Всевышний Аллах Азза ва Джаль приказал в Коране тех, которые посягают на честь верующих людей, чтобы их побивали палками 80 раз. Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Валлазина ярмуна аль-мухсанати thumma лам я'ту би арба'ати шухада'a фаджлидухум 80 джальда». Тех, которые обвиняют целомудренных женщин и не приведут 4 свидетелей, высеките 80 раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами, говорит Всевышний Аллах. И этот аят также касается мужчин. Если кто-либо будет обвинять целомудренного мужчину, и тот, который его обвиняет, не приведет ему 4 свидетелей, то есть над ним также исполняется наказание.
Шестое – это аль-амваль. Аль-амваль – это имущество верующих людей. И также, чтобы сохранить имущество верующих людей, Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Вассарику вассарикату фактау айдияхума джазаам бима касаба накаля мин Аллах». Вору и воровки, отсекайте руки в воздаянии за то, что они совершили. Таково наказание Аллаха, от Аллаха Субханаху ва Тааля. И чтобы сохранить имущество верующих людей, Аллах Азза ва Джаль приказал отсекать руки ворам. Конечно же, это не значит, что, как некоторые говорят, что типа даже если на базаре украли там яблоко, что этому человеку отрубается рука и так далее, это является ложью на нашу религию. В данном случае вор, который украл имущество мусульманина, это имущество должно иметь какую-то ценность. То есть там яблоко и так далее, вот это все не касается этого. Там есть определенная ценность, определенная мера, за которую отсекают руку. И опять-таки смотрится на положение людей, которые украли. То есть это не так, как думают некоторые люди, там по беспределу взял там вора там, или воришку кого-нибудь, карманника, что ему отрубят руку. Нет, все это именно рассматривается именно шариатским судьей должным образом. То есть из всего этого нам становится ясным, что следование Корану это достаточно для верующих людей, чтобы исправить свое внутреннее и внешнее положение в обществе. На самом деле, даже если некоторые люди, которые придерживаются таких либеральных взглядов, или же неверующие люди, которые пытаются показать этому миру, что ислам является жестокой религией и так далее, жестоким являются именно ихние законы, которые они сами придумывают. А законы, которые нам предписал Всевышний Аллах Азза ва Джаль и на которые указал нам пророк, алейхиссалату вассалям, это все является именно жизнью для всего человечества. Вот вы подумайте, если человек, например, убил кого-то, сегодня в кафирских странах за этого человека могут посадить там. Кто-то убил одного человека безвинного, его берут и сажают в тюрьму там, на 10, на 15 лет, или бывает иногда на 5 лет, иногда бывает их просто какую-то психиатрическую больницу там помещают. В итоге что получается? Эти люди выходят и опять начинают творить вот это зло. А именно законы ислама, которые указали, что этот человек его надо убить в качестве возмездия. И вот это наказание одного человека сдерживает, наверное, как минимум 100 человек. Как минимум 100 человек. Эти 100 человек, которые как-то собирались убить кого-то, они, наверное, минимум 100 раз подумают перед тем, как лишить человека его души. Также то, что касается именно чести человека, то, что касается его наследства, то, что касается имущества верующих людей. Вот эти все законы шариата, на которые нам Аллах Азза ва Джаль указал, это все является таким самым правильным, самым сильным сдерживающим фактором от всех этих преступлений. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.